В городе воинской славы Малгобеке прошла спартакиада среди допризывной молодежи, организованная Центром военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе «Молодой патриот». В районном этапе соревнования приняли участие 10 команд в 4 дисциплинах. Подробности в материале Тамерлана Хамхоева. Разборки, сборки, автомат, приступить. Если вчера на спартакиаде город воинской славы представляли всего 4 команды, то сегодня от Малгобекского района выступают в 2,5 раза больше. Разборка, сборка автомата Калашникова, на первый взгляд отработанная месяцами тренировок процедура. Но тут нужно не только сделать все как можно быстрее, но и не допустить ошибок. В городе воинской славы к исполнению обязанностей военнослужащих всегда подходили со всей ответственностью. В здоровом теле здоровый дух. Таким принципом руководствуются организаторы спартакиады. Важно понять, в каком физическом состоянии находится сегодня молодежь. Соревновательная атмосфера царит на территории Дол-Нефтяник, где и проходит спартакиада. Финишировали с лучшим результатом по разборке сборки автомата учащиеся школы номер 7 сельского поселения Псидах. Впрочем, некоторые из ребят, которые вышли в тройку лидеров, уверены, что могли показать результат получше. Благодаря ему на данный момент соревнуешься 25 секунд хайрох. Эгер результат мясла благодаря, но это дикрет 25 секунд хая команда ехала 4 метки ахрох. Общей командной зачете. Тем временем на другой стороне пришла пора подтягиваться. Одно из самых элементарных и в то же время энергозатратных упражнений – подтягивание на перекладине. Здесь также нужно правильно соблюдать технику выполнения, о чем не забывает напомнить судья. Ноги вместе, полный выход вверх, полный спуск вниз. Понял? На снаряд. У кого-то получается сделать 25 подтягиваний, другие останавливаются на 15. В любом случае каждый выкладывается по максимуму. Здоровая конкуренция – вот что важнее всего. Первое место на этом этапе заняла команда из школы номер 19 сельского поселения Сагапши. Подобные соревнования укрепляют дух ребят и помогают им всесторонне развиваться, уверены педагоги. Вообще соревнования, посвященные Дню патриотического воспитания, они стабилизируют учащихся, делают их более стойкими, более выносливыми, физическое развитие, и появляется у них здоровый образ, соревновательный здоровый образ. Поэтому для юношей, наших юношей, которые должны служить в вооруженных силах, это очень значимое, очень нужное дело. Довольно необычная табличка на территории, где будет проходить 3-й этап спартакиады – бросание гранаты на дальность. Здесь уже давно нет пруда и тонуть никто не будет, поэтому без опасений участники приступают к соревнованиям. 2 попытки, 2 человека от каждой команды, и лучшие результаты идут в итоговый зачет. С первого раза получается не у всех, тем не менее есть и очень удачные броски. К примеру, учащийся все той же 7-й псидахской школы швырнул гранату аж на 54 метра. Организаторы надеются, что и в следующий раз на спартакиаду придет очень много людей. Сегодня атмосфера по-настоящему спортивная. Нашими основными задачами являются физическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, популяризация воинской службы у молодежи до призывного возраста. Последний этап – бег на 100 метров. Остались самые выносливые. За финальной частью соревнований пришли понаблюдать даже самые проворные обитатели Малгобекского парка. Старт дан и забеги начинаются. По 2 человека на каждую попытку. Лучший результат в командном зачете показал Зелимхан Миржоев, ученик 19-й школы сельского поселения Сагапши. 100 метровка, первая тройка, разборка, учитель подвести, да, показать, Ну и, наконец, подведение итогов. Первое общекомандное место за школьниками из Псидаха. Второе взяла команда 12-й школы сельского поселения Инарки. Ну и третье за 30-й школой сельского поселения Сагапши. Позитивные воспоминания после этих соревнований ребятам еще долго не забудутся. Тамерлан Хамхоев, Рахман Цуров, Новости 24.